24 июня – знаковая дата в истории нашей страны. В этот день, в 1945 году, прошел первый парад Победы на Красной площади Москвы. История повторилась спустя 75 лет. В эфире новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Ветераны, труженики тыла, торжественные марши и танки. Как сегодня в Казани прошел парад Победы, увидел Салават Мухаммадулян. 40-му пороховому. Наш Кировский район удивляется. В Казани открыли аллею славы работников Казанского порохового завода. Какая она и что значит для горожан и ветеранов, узнал Рамиль Шайдуллин. 96 ему и море по колено, и небо по плечу. 4 километра я вот лечу, как вольный сокол. Как этот знаменательный день провел старейший десантник страны, расскажет Вероника Гайнудинова. Парад в Москве, торжественные марши в 28 городах России, миллионы зрителей у телеэкранов. На трибунах только ветераны и труженики тыла. Это первый парад в истории страны в особых условиях пандемии. Но вирус не повлиял на масштаб, события и эмоции. Это праздник, как все 75 лет, со слезами на глазах. Кто сегодня был в строю и как встретили парад Победы ветераны в Казани, расскажет Салават Мухаммадуллин. Звон колоколов, часы бьют ровно 10, и торжественный марш в честь годовщины Победы начинается. Внимание на площади Свободы на государственные флаги и знамя Победы. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война». На прямой связи с Казанью, Москва, Кремль. Ветеранов и всех россиян поздравляет президент страны Владимир Путин. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага. Уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам. И именно в честь победителей сегодня парад. Ветераны и труженики тыла в первых рядах. В глазах одновременно и гордость, и радость, и слезы. Старики, женщины и дети круглосуточно ковали победу в тылу. Невозможно представить, через что пришлось пройти нашим отцам и матерям, и тем более описать ужас военных лет. Но, несмотря на все тяготы и лишения, наш народ выстоял. Наши ветераны совершили великий подвиг, о котором будущие поколения россиян не забудут никогда. Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Строго чеканя шаг и линия в линию по площади идут военные, сотрудники МВД, МЧС, прокуратуры, воспитанники Суворовского училища. За ними военная техника. Первыми едут легендарные Т-34. Среди них уникальный колхозник «Татария». Его назвали в честь танковой колонны, которую в 1943-м передали труженики ТССР фронту. За ними едут уже артиллерийская установка, «Катюша» и современные бронетранспортеры. За тяжелой военной техникой едет авто-ретро-клуб автомобиля середины и начала 20 века. Парад – дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Их подвиг мы всегда помним и будем помнить. А эти слова из практически гимна Победы знает каждый наизусть. Это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах.
победы, день победы, день победы. Как ветераны, очень, вот я и мои коллеги, все восхищены и очень довольны, что парад именно проходил и у нас в Казани. Поздравляю всех участников Великой Отечественной войны, где мы благодаря им живем 75 лет под мирным небом. Парад в этом году из-за сложной ситуации жители республики смотрели в прямом эфире нашего телеканала. Праздник и эмоции пришли в каждый дом. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня на параде в Казани в качестве зрителя был герой Советского Союза Борис Кузнецов. И здесь тоже история повторилась. Он маршировал и на первом параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Сейчас мы видим цветные кадры кинохроники, которые сегодня транслировал наш телеканал вместе с парадом в Казани. В 1945-м по Красной площади прошли около 35 тысяч человек. Это сводные полки всех фронтов и родов войск. Принимал парад маршал Георгий Жуков, командовал войсками Константин Рокоссовский. Советские танки. Сила, перед которой не устояла хваленная немецкая техника. Шествие длилось 122 минуты. Были представлены 1850 единиц боевой техники. На главной площади страны прошла церемония повержения вражеских знамен и штандартов. Из-за погодных условий отменили воздушную часть парада, но вечером праздничный салют прогремел. Из 100 поднятых зенитчиками аэростатов вылетели 20 тысяч ракет. Победа была бы невозможна без самоотверженного труда в тылу. Казань по праву претендует на звание города трудовой доблести. Сегодня героический труд работников Казанского порохового завода увековечили на Аллее Славы в парке Петрова. Напомним, именно это предприятие в первые годы войны снабжало порохом линии фронта. Именно здесь выпускали заряды для легендарных «Катюш». А на фронт прямо из цехов ушли более 2000 заводчан. Рамиль Шайдуллин с открытия. Звучит военный марш, у новых стелы и монумента десятки горожан и заводчан. Ветераны, как сегодня, помнят Великую Отечественную войну. Для столетней Марьям Надершиной, например, она прошла в жарких цехах, где за эти годы выпустили более 102 тысяч тонн пороха. У нас очень тяжелая была работа в этом производстве. Самые тяжелые готовые продукции. Десятки видов пороха, зарядов, нитроглицериновые смеси для реактивных «Катюш». Производство всего этого выпало на плечи тех, кто остался ковать победу в тылу. Об этом рассказали Рустаму Миниханову возле стенда истории завода. 2000 человек, работников завода, хотя имели бронь, добровольно участвовали в боевых действиях. Многие из них не вернулись. Само предприятие было награждено орденом Великой Отечественной, а 5448 заводчан стали тружениками тыла. Их память увековечена на новой Аллее Славы, в центре которой величественная пятиконечная звезда. Композиция выполнена из картеновской стали, которая покрывается оксидной пленкой. Таким образом она защищается, и со временем она будет все красивее и ярче. Я думаю, что это великолепное дело и долгая память на долгие годы о кировчанах, о героях. Вообще о тружениках завода. Здесь частенько люди гуляют. Люди должны знать свою историю. Казанский пороховой завод может гордиться сразу 8 героями Советского Союза. Им на аллее отвели особенное место. Имена всех 8 героев отражены на центральном месте новой аллеи. Гаврилов Петр Михайлович, Кузнецов Борис Кириллович, Соболев Николай Леонтьевич. Вот они, их бюсты, имена и звезды. На открытии единственный ныне здравствующий герой Советского Союза в республике Борис Кузнецов. Ему было 15, когда он работал на пороховом. Стоял по 18 часов у станка. Его имя навечно в Аллее Славы. Удивляется, насколько прекрасен сегодняшний день наш район. Аллею расположили в парке имени Петрова, в 10 минутах от порохового завода. Излюбленное место заводчан теперь и место гордости за свою историю и свои подвиги. Рамиль Шайдуллин, Адель Бендубаев, ТНВ, Казань.
Казань – тыловая столица страны в военное время. Сюда эвакуировали 70 промышленных предприятий. В Казани производили более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжений. Город становится промышленным и научным центром Советского Союза. Домом для тысяч эвакуированных жителей Ленинграда, Москвы и других регионов. В столице ТССР хранится имущество Государственного банка, работает секретная лаборатория Курчатова-Уран. К нам же везли раненых с фронта. Здесь работал цвет советской медицины. За самоотверженный труд в тылу во время Великой Отечественной более 75 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 10 человек стали героями соцтруда. За вклад татарстанцев в победу в 1984 году в Казань была награждена орденом Ленина. И сейчас мы возвращаемся к тем военным годам, и наши корреспонденты выходят на прямое включение. Приказываю создать в Казани на площади завода номер 124 два самостоятельных самолетостроительных завода. Операция «Эвакуация». Так, в 1941-м авиационный завод имени Орджоникидзе принял у себя коллег из Москвы, Ленинграда и получил название «Казанский авиационный завод номер 22 имени Горбунова». Уже в первый год здесь работали больше 30 тысяч человек. За годы войны отсюда вылетело больше 10 тысяч вот таких бомбардировщиков П-2. С 1941 по 1945 столица ТССР стала центром авиационной промышленности Союза. Каждый шестой боевой самолет, выпущенный в годы войны, получил путевку в небо из Казани. За заслуги и вклад в победу завод награжден орденом Красного Знамени. Установить по заводу номер 40 имени Ленина круглосуточный режим работы. В годы войны Казанский пороховой завод был основным предприятием, обеспечивающим бесперебойную поставку пороха на передовую. В особом техническом бюро был разработан особый порох для реактивных снарядов для секретной в то время установки БМ-13 «Катюша». План ГКО в 1941 году был выполнен на 137%. Всего за 4 года на фронт ушло больше 4 миллиардов снарядов, в том числе винтовочные патроны, в том числе 1 миллион снарядов для тех самых «Катюш». Вместо мужчин, ушедших на фронт, победу на заводе ковали женщины и дети. Передать часть школ города Казани под эвако-госпитали. Уже к 1 сентября 1941 года из 102 казанских школ 44 передали под медучреждения. В Казанском военном госпитале число мест увеличили с 1000 до 2300. В Казань раненых привозили эшелонами. В сутки здесь проводили по 20 операций. Одним из основных препаратов всего Союза стала новокаиновая блокада. Ее разработал в Казани в конце 20-х Александр Вишневский. Он работал здесь же. Уже в 1941-м к нам эвакуировали почти 2000 научных сотрудников со всей страны. За военные годы у татарстанских врачей прошли курс лечения 334 тысячи солдат. 207 тысяч из них смогли вернуться на фронт. Это 20 полноценных дивизий. И это только часть вклада нашей Казани в Великую Победу. В годы войны она стала настоящим городом трудовой доблести. В случае присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» в столице должен появиться монумент в честь героизма тыловиков, которые ковали Великую Победу за линией фронта. На это звание сегодня претендуют 20 промышленных центров страны. Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Пермь, Самара и другие. Возможно, это будет нечто особенное. Может быть, это будет какой-то барельеф там, из граффито, как это было раньше там, в советские времена. А может быть, это будет вообще триумфальная арка, которой в городе Казани еще никогда не было. Вот такие варианты сейчас рассматриваются. Естественно, центровое место. И опять же, это могут быть въезды в город Казань. 94-летняя Тамара Левкина из Казани. Одна из тех, кто в 17 лет уже встал к станку. Она работала на сборке легендарного самолета По-2, или тогда У-2, ставшего ночным кошмаром для фашистов. Это была ее битва во имя победы. Сейчас тружеников тыла остается все меньше, и тем ценнее воспоминания, откровения о трудовом подвиге народа каждого из них. Силы не хватало затянуть ее. Я ногами встала вот так вот. На плечах хрупкой 16-летней девушки легло то, что переживала и вся страна. Война. В 1942 году тогда еще Тамара Трифонова стояла на сборке бомбардировщика По-2. Легендарный биплан в те годы собирали в Казани. Металл холодный, резали. У меня начинали руки вздыхали. Мы не боялись, не хотели отдыхать. Хотели все, чтобы была война окончена. Самолеты, которые Тамара
Тамара Николаевна и другая тыловая молодежь собирали на заводе имени Орджоникидзе, сразу отправляли на фронт, как одну из главных надежд советских войск в начале войны. Солдаты вермахта называли по 2 кофемолками за то, что не давали им покоя на фронтах. А Тамаре Николаевне и коллегам покоя не было в тылу. Приходилось сутками стоять у станка. Из-за того, что они были высокими, а наша героиня нет, она даже вставала сразу на 3 ящика с инструментами. Но продолжала. Мне еще даже по радио говорили, в городе все слышали, что я выполняю по 200 норм, да. Вот этот вот костюм, который я вправляю День Победы, начиная с 55-го года почти. С той военной юности прошли почти 80 лет, но и сегодня для Тамары Николаевны нет ничего священнее победы. На ее костюме сияют медали годовщины Победы. С ними она всегда старалась выходить на парады. 60 лет прожили, с 52-го года. 50-го года познакомились, в 52-м году не поженились. Супруг, участник Курской дуги, Василий Андреевич, прошел всю войну, но до 75-й ее годовщины не дожил. Зато его портрет всегда на бессмертном полку. Всегда в руках Тамары Николаевны. Ведь кто, как не их семья, знает цену как боевым, так и трудовым подвигам, что уравняла война. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наш следующий герой не ветеран, не труженик тыла, но его по праву можно назвать героем нашего времени и достойным потомком поколения победителей. Ильхам Багавеев из Апастовского района всю свою жизнь посвятил сохранению памяти о подвигах своих земляков-фронтовиков. На войну только из этого села ушли 156 человек. Каждый второй не вернулся с полей сражений, но благодаря Ильхаму Багавееву память о каждом из них жива. О героях прошлого и настоящего Вероника Гайнудинова. Это село Янгильдино Апастовского района. К единственному в деревне роднику еще полгода назад было не подойти. 50 лет назад его забросили, но вода продолжала бить ключом. Сегодня, спустя полвека, сюда вновь проложена тропинка. Источник назвали в честь героя Советского Союза, командира стрелкового батальона, уроженца деревни Салавата Каримова. Он воевал под Москвой, выстоял в одном из самых кровопролитных сражений под Оржевом. 11 раз был ранен. Вернулся домой в 45-м, ушел из жизни в 86-м. Навсегда увековечил его имя еще один герой этой деревни, но уже нашего времени, Ильхам Багавеев, вместе с братом Раисом. Говорит, восстанавливая родник, представлял, как Салават Каримов уходит на фронт и спускается к роднику. Обустроил источник Ильхам Багавеев своими силами и на свои деньги. Я не стараюсь, чтобы я на шикарной машине ездил. Нет, это не мой хобби. Я все деньги вот на такие благотворительные дела отправляю. 25 гектаров этих полей Ильхама Багавеева. Фермер занимается растениеводством, выращивает ячмень, пшеницу. Большая часть прибыли как раз на благотворительность. Вместо старой стелы в самом центре села теперь стоит новый мемориал. Горит вечный огонь. Память тем, кто ушел и пал за свою родину. И благодарность тем, кому посчастливилось вернуться. Мемориал тоже дело жизни Ильхама Багавеева. Это для нас очень даже гордость, что у нас вот такой прекрасные вот памятники. Таким людям я восхищаюсь. Им большое спасибо. Были бы побольше таких парней в деревне. Спасибо. Все, он поддерживает нашу деревню. А его во всем поддерживают сельчане, друзья, сослуживцы. Ильхам Багавеев 6 лет назад создал первый в Татарстане союз ветеранов группы советских войск Германии. Вместе они сегодня занимаются воспитанием патриотизма среди молодежи, встречаются с ветеранами и помогают искать без вести пропавших на полях сражений. Я делаю для народа. Для народа что там? Все, они знали, что где их предки похоронены, вот где-то, которые погибли в войне, вот стараюсь найти. Это считанные люди, которые только могут заниматься таким патриотизмом, которые еще что-то чтят, святые реликвии своих дедов и отцов. Я просто покорен, удивлен, как люди относятся с трепетом к памяти своих дедов. Сейчас Ильхам Багавеев собирается в Ржев. Из города-героя к мемориалу в своем селе он привезет капсулу с землей, за свободу которой боролись и предки его односельчан, чтобы об их подвиге знал каждый потомок. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Апастовский район. Смотришь на героев нашей программы Тамару Левкину, Бориса Кузнецова, Ильхама Багавеева и проникаешься гордостью.
Здоровья и долгих лет жизни им, наверное, хочет пожелать любой человек. Людей разных поколений объединяет любовь к родине. И в этом сила нашей страны. Сделать ее еще сильнее может каждый. Главное, не оставаться в стороне. Напомню, уже завтра стартует голосование по поправкам в основной закон и продлится 7 дней. Сегодня первый президент республики Минтимир Шаймиев высказал свою позицию по предстоящему событию. Предложенные поправки Конституции направлены на всестороннее укрепление Российской Федерации с учетом внутренних и внешних факторов. Главное, чтобы все положения основного закона неукоснительно соблюдались. В частности, Конституция Российской Федерации гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка. Гарант Конституции, наш президент, всегда подчеркивает значимость родного языка, языка матери для каждого народа. Конституция с поправками нацеливает всех нас на работу на одной волне с президентом страны Владимиром Путиным, что явится залогом стабильности власти. Стабильная власть – это безопасная, успешно развивающаяся страна. 1 июля – выбор за каждым из нас. До 30 июня включительно участки для голосования будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Их расположение можно узнать на сайте Центра избиркома избирком.татарстан.ру. До часа дня волеизъявление будет проходить во дворах жилых домов, а после непосредственно в помещениях участка. В субботу и воскресенье проголосовать можно будет только до 2 дня. 1 июля голосование будет проходить на избирательных участках с 8 утра до 8 вечера. В Казани и Челнах процесс будет под видеонаблюдением. Также все места для голосования оснащены средствами индивидуальной защиты как для членов комиссии, так и для участников процесса. График работы участков для голосования будет доводиться до граждан по месту жительства и будет размещен на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Мы вас ждем. Вместе с голосованием завтра мы будем отмечать не менее важную историческую дату. 25 июня 1920 года власть была передана Временному революционному комитету. Создано правительство ТАССР, и этот день стал днем образования республики и юридически, и фактически. Кстати, наши соседи, Чувашская республика, также празднует свое столетие, хотя сам праздник у них гораздо моложе, он стал государственным 25 лет тому назад. Из Чувашии репортаж наших коллег. На праздничных площадках практически нет людей. День республики в Чувашии впервые проходит в таком формате. В районном центре Красной Читаи к празднику приурочили открытие площади Победы. В центре села разбили сквер и мемориальную аллею. Памятник павшим в Великой Отечественной войне обновили полностью. Из Красночитайского района ушли на фронт 8 тысяч человек. Половина не вернулась. Зимой 1942 года читайцы построили почти 60 километров Сурского оборонительного рубежа. Лично для меня это особенно значимо, потому что я родился тоже в Красночитайском районе. Конечно же, 100 лет – это только изученная история чувашского народа. Но эти 100 лет уже показывают, что наши сыны и дочери чувашского народа проявляли себя достойно. В память о тех, кто сражался на поле боя и ковал победу в тылу, зажгли вечный огонь. Как только снимут ограничения, сюда будут приводить детей, чтобы рассказывать о беспримерном подвиге земляков. Ждет юных хозяев и Центр внешкольной работы «Эдкер». Образовательное учреждение для одаренных ребят создали по образу известного лагеря «Сириус». Здесь точно так же будут проходить тематические смены. Для этого лаборатории оснастили по последнему слову техники. Онлайн-курсы в «Эдкере» уже проводят, причем сразу для 3000 школьников. Дистанционно пришлось принимать поздравления и юным спортсменам. При Чебоксарском кадетском корпусе появился региональный центр развития хоккея. Это первый объект в Чувашии, построенный в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские команды. А с нового учебного года откроются хоккейные классы. Очень рад тому, что открылся этот ледовый дворец. Здесь очень хорошее ледовое покрытие. Оно отличается гладкостью. Лед очень хороший. Очень нравится здесь кататься.
Перспективы и образования, и спорта, и социальной сферы, и промышленности, и сельского хозяйства нашли отражение в комплексной программе. Ее подготовили по решению Высшего экономического совета, нового органа, который создали в республике специально для разработки стратегии развития. Мы рассчитываем на рост среднедушевых денежных доходов населения с учетом реализации этой программы. Также мы хотим видеть рост инвестиций в основной капитал бывшего населения, ну и ряд других показателей. Девиз, под которым проходит столетие Чувашии, «Перле», в переводе с чувашского «вместе». Под этим хэштегом в сети объединились все, кто живет в Чувашии, кто считает ее исторической родиной, кому она духовно близка. И пусть большая часть поздравлений звучит сегодня в интернете, каждый чувствует «мы вместе». Национальное телевидение Чувашии специально для ТНВ. Сегодня впервые авиалайнер, носящий имя татарского поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля, приземлился в Казанском аэропорту. С инициативой о присвоении этого имени воздушному судну в минувшем году выступил президент республики Рустам Минниханов. Лайнер – своего рода символ этого года. Он объединил две исторические даты – 75-летие Победы и столетие ТАССР. Как в аэропорту имени Габдуллы Тукая встречали семью Мусы Джалиля, увидел Салават Мухаммадуллин. Сквозь облака впервые открывает для себя воздушные ворота Казани. Самолет имени Мусы Джалиля садится в аэропорту имени Тукая. Встречают лайнер водной аркой. Это авиационная традиция специально для торжественных случаев. Уже у трапа государственный оркестр. Музыканты в национальных праздничных костюмах. Когда еще на полосе увидишь такое? Это первый рейс в Казань самолета Мусы Джалиля. Назвать его именем героя и поэта предложил Рустам Минниханов. И сегодня он лично встречает пассажиров. Муса Джалиль – это не только Татарстан, это герой для всей нашей страны. И его подвиг, он должен быть вечным. Как он будет вечным, если мы только вот у нас там улицы, это вся Россия должна знать. Сегодня все пассажиры получают в подарок моабитскую тетрадь Джалиля. Этим рейсом в Казань прилетели его дочь, внук, правнук и правнучка. В 1942 году он как раз писал, предчувствуя свою судьбу, что смерти он не боится, и что это не пустые слова, а действительно, что есть жизнь за смертью, и что тогда остаешься, когда в памяти народа. Самолет вмещает до 140 пассажиров, и сегодня он прилетел полным. Его дальность полета 4000 километров. То есть, например, на нем спокойно, без дозаправки, можно долететь до какого-нибудь, испанского Мадрида. Но пока он выполняет только внутрироссийские перелеты. Авиаотрасль начинает восстанавливаться после коронакризиса. Очень важно принятие решением президентом. Это поддержка строительства новых авиационных судов. Это вертолеты, 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации. Поддержка, возможно, коснется конкретно самолета имени Мусы Джалиля, и мы сможем видеть его чаще в Казани. Судя по загрузке нашего рейса, восстановление произойдет очень быстро. И мы к этому стремимся, мы к этому готовы. Другое дело, чтобы быстрее снимались ограничения, такие вот межрегиональные. Фамилия поэта-героя на самолете написана сразу на двух языках – русском и английском. Так пассажиры самолета каждый раз будут как минимум вспоминать, а то и узнавать о Мусе Джалиле. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Парад для одного ветерана и 2 марафона на всех студентов. Праздничный день в республике сегодня продолжился и вот такими разными форматами. С самого утра в самых разных точках прошли акции Победы. Что-то прошло вживую, как, например, акция солидарности водителей, что-то онлайн. В соцсетях звучали песни военных лет. С подробностями насыщенного дня Рамиль Шайдуллин. Маленький, но все же настоящий концерт. И все для одного человека – Людмилы Зильберкан. Так сегодня волонтеры поздравляли с годовщиной Победы в Казани. Под окнами концерт, дома цветы. Очень сильно признательны за то, что вы у нас есть. Такой концерт. И такие молодые люди, девушки такие красивые. Вам понравился концерт? Да.
Вот и в Бугульме сегодня ликовали все. На базе музея воинам-интернационалистам открылся зал, посвященный воинам 20 века. Экспонаты для него собирали всем городом за 5 миллионов рублей. Отремонтировали здание. Получился первый в городе музей такого рода. Не только для бугульминцев, да. Я думаю, что аналогов в республике такому нет, да, где под одной крышей было собрано, да, и Афганистан, и Кавказ, и Великая Отечественная война. А в этой акции собрано все, что пели как в войну, так и после. О победе в интернете сегодня поют в рамках акции «Победный марш». В соцсетях участники исполняют песни военных лет. Так акцию поддержал Белоозерский ДК в Нурлате, а так Кайбицкий. Всего одной, но звонкой нотой Татарстан присоединился ко всероссийской акции «Звон Победы». На 1 минуту водители давали сигнал прямо в дороге. В рамках акции «Истории Победы» татарстанцы рассказывали о вкладе в нее своих родных. А вот так в республике поддержали флешмоб «Голубь мира», украсив самодельными птичками свои цветы и окна. Давай, Артем! В Казани в честь победы бежали 2 марафонские дистанции. С утра на стадионе студенты и преподаватели КАИ разделили 75 километров на всех. Настроение праздничное, отличное, спортивное. Придумали эту акцию, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такие активности проходят на протяжении дня, а что-то продолжится и дальше. К 75-й годовщине победы татарстанцы включились в десятки акций и всероссийских флешмобов. Рамиль Шайдуллин, Руслан Хуснудинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Татарстан. Не остались в стороне сегодня от знаменательного события и даже самые маленькие села. Большой город или отдаленная деревня, не осталось ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная. В честь тех, кто так и остался на поле сражений, в Черпах Лаишевского района сегодня открыли обновленный мемориал. На открытии должен был приземлиться с парашютом ветеран Павел Клетнев. Он единственный ныне здравствующий ветеран, ушедший на фронт из этого села. В 96 ему и море по колено, и небо по плечу. Как ему удается каждый год удивлять, поинтересовалась Вероника Гайнудинова. Подвиг и великую победу от потомков героев в селе Черпы Лаишевского района силами жителей отреставрировали мемориал. 278. Именно столько человек ушли на фронт только из этого села. И большинство, а это 217 солдат, так и остались на поле боя. Все их имена на этом мемориале. По 3, 4, 5 одинаковых фамилий. Вот Барышев, вот Барышев. Всех, с кем рос, учился и отправился на фронт, вспоминает Павел Клетнев. Он сегодня в этом селе единственный живой участник войны. Ветерану Великой Отечественной сейчас 96, и он все еще в строю. Павел Кузьмич, старейший десантник, возможно, даже во всей стране. И точно рекордсмен, ведь каждый год ко Дню Победы прыгает с парашютом. В этом, правда, не разрешили, но покорять голубое небо, говорит, готов хоть сегодня. Для меня это удовлетворение. Я же никакого геройства не совершаю. Для себя вот 4 километра. Я вот туда лечу, как вольный сокол. Все видно. Первый раз прыгал с парашютом на войне. Так и влюбился в небо. И оно не отпускает даже спустя десятки лет. Мы когда в самолете вместе летели, он мне потом, когда приземлились, он меня спрашивает: Талгат, а что, говорит, ты какой-то бледненький был? Я говорю, ну как, немножко как бы, это волнение какое-то чувствую. Все-таки 4000 метров высота прыгали мы в тандеме. Вот. Он говорит, а я как будто в трамвае еду. Говорит, я спокойно взлетаю, лечу, прыгаю. Ну такой бесстрашный человек. Павел Клетнев участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Воевал в Белоруссии, Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии. Вернулся в Казань и работал на электромеханическом заводе. На пенсию ушел только в 77 лет. Боевой дух. Какие слова он высказал своим односельчанам. И какая любовь к своей малой родине. Вот живой пример для нас всех. На своем примере он учит и молодое поколение. Павел Кузьмич – наставник в кадетской школе-интернате. Берегите нашу родину. Будьте достойными сынами и дочерями, будьте патриотами нашей любимой матушки Родины. Вот мое наставление юному поколению.
Павлу Кузьмичу 96 только на бумаге, а в душе, говорит, все. Ника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район. На этом наш праздничный выпуск завершается. Далее о погоде. Всего вам доброго и берегите себя. Здравствуйте! Природа продолжает раскачивать погодные качели. Жара вновь сменится прохладой и порывистым ветром. Об этом после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет малооблачно, но местами возможен небольшой дождь, значительно похолодает. Днем всего плюс 12. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также малооблачно, ветер усилится, а температура понизится до 14 градусов. Для севера Татарстана 25 июня будет прохладным, днем местами небольшие дожди, столбики термометров покажут 14 градусов выше нуля. Похолодает и в Арске, в Кукмаре-Балтаси. Ветер порывистый, но без осадков. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном будет теплее. Тут до плюс 18, дожди не ожидаются. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше, переменная облачность, дневная температура плюс 14-16. В пятницу тепло вернется в наши края и сразу же значительным повышением температур. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. В столице Татарстана в четверг будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 7, дневная температура всего 17 градусов выше нуля. Ветер северный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.